У нас было 13 компетенций, и приехало 13 стран. У нас на площадке, если вместе с Россией считать, то 6. С кем соревновалась? Это были Нидерланды, Намибия, Португалия и Тайпей. И Казахстан еще. Казахстан. И ты всех выиграла. Ну да. Исәнмесез, кадерлі дуслар! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Этим летом мы с интересом наблюдали и болели за нашу сборную на мировом чемпионате WorldSkills 2019. И сегодня у нас в гостях золотой призер мирового чемпионата WorldSkills Казань 2019 в компетенции ресторанный сервис Junior Skills Илария Багаудинова и эксперт компетенции Ксения Фейферис. Привет, девчонки! Здравствуйте. Как дела у вас? Хорошо. Хорошо. Все. Ну, по вам все видно, что у вас хорошо. Что это такое? Это пирог с лимоном. Так, это тот пирог, благодаря которому ты выиграла, скажи, пожалуйста. Мы с этим пирогом познакомились с Ксенией. Пили чай. Да, вот. Так, окей. Сейчас очень интересная история. Мы о ней поговорим подробнее через прям несколько мгновений. А пока давайте так, рассказывайте, что мы сегодня будем готовить. Сегодня мы будем готовить национально-татарское блюдо азу по-татарски. Так, прекрасно. Да, а также к нему пойдет в качестве закуски овощной салат. Идеально. Давайте приступим. Илария Багаудинова, золотой призер чемпионата WorldSkills Казань 2019 в компетенции ресторанный сервис Junior Skills. Родилась в городе Зеленодольск, учится в школе номер 7. С прошлого года начала участвовать в движении «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Прошла региональный чемпионат и заняла первое место. На всероссийском этапе в компетенции ресторанный сервис была второй, а в августе этого года на мировом чемпионате стала победителем. Ксения Фейферис, международный эксперт чемпионата WorldSkills, тренер Иларии Багаудиновой. Родилась в деревне Ляды Калужской области. Окончила курс по специальности бариста по методике Барменской ассоциации России, член Международной кофейной ассоциации Specialty Coffee Association. Учится в Московском институте деловой карьеры. С 2016 года принимает участие в движении WorldSkills. Тренер и сертифицированный эксперт по компетенции бариста и ресторанный сервис. Так, ну что, девчонки, рассказывайте, что начнем делать? Давайте с чего начнем, а потом уже будем общаться, разговаривать и вести интересные беседы. Фишка азу в том, что все ингредиенты должны готовиться отдельно. Поэтому мы начнем с основного ингредиента, это с мяса. Так. Его надо будет порезать на мелкие кубики, ну такие, средние. Ага. Вот. Также нам нужно будет порезать лук. Это тоже первостепенное. И также первое, что пойдет вместе со всем этим, это огурцы соленые. Угу. Что буду резать я? Я думаю, лук. То есть вот так. Я хоть раз надеялся на огурчики, но нет, опять лук. Опять Нет, лук. огурчики мы доверим Иларии, Так, прекрасно. а мясо, Варим. мясо мне. Лук нам нужно будет порезать полукольцами. Ну, приступим, давайте, приступим. Хорошо. Мне кажется, чем раньше начнем, тем раньше будем все это дело пробовать. Огурцы надо будет очистить от кожуры и порезать на 4 части. Лария, справишься? Ты молодец. Я знаю. А я займусь мясом. А расскажите, пожалуйста, что это за компетенция такая, ресторанный сервис? Илария, может, ты расскажешь? Давай, рассказывай, Лария, да. Ну, у нас в нашей компетенции у юниоров 3 модуля. Это банкет, кафе и бар. Каким образом происходит соревнование? Что вы делаете? Как выясняется, кто лучший вообще? Ну, на банкете нам надо было сначала сделать тейбл-бокс. Это стол из 2 скатертей. Получается, как стол-коробка. Так. 10 минут нам дали на это. Потом у нас был стол, банкет, круглый стол, на 4 персоны надо было засервировать. У нас была тематика «Моя страна», то есть я стояла в руссконародном костюме в кокошнике. У меня на столе стоял самовар, Так. плюшки, матрешки. Хорошо. Накрывали вы все это дело. И как это презен- оценивалось-то? Мы презентовали стол на английском. На английском? Да, потому что, ну, это как бы мировой чемпионат, и у нас все проходило на английском языке. И, Лария, ну а можешь на английском, ну так вот, к нашим гостям обратиться, так как ты обращалась к жюри на WorldSkills? Good afternoon, dear guest. Welcome in our restaurants. My name is Ilaria. Ну, это вот Прекрасно, это приветствие просто, да. Отлично, супер, супер. Слушайте, оказывается, это все гораздо сложнее. Еще и готовить, что-то делать, еще и на английском разговаривать. Жесть какая.
Конечно. ты молодец, вообще. Как ты справилась с этими нервами вообще, с этой обстановкой? Ну, это мой не первый чемпионат, поэтому я не сильно волновалась. Ну, у тебя медаль классная вообще. Покажи всем свою медаль, покажи всем. Вот такая. Круто, круто. Можно я тоже погляжу немножко? Junior, World Skill, так. Слушай, классно. Я тебя поздравляю, ты молодец. Так, ну что, я лук нарезал, Илария огуречки нарезали, вы нарезали мясо, все. Что делаем дальше? А дальше мы приступаем к обжарке. Отлично. Нам Так, надо обжарить мясо на одной сковородке и на второй сковородке лук отдельно. супер. Тогда я займусь этими делами. А мы дальше будем нарезать овощи. Мгм. Так, мы же на масле обжариваем, Конечно, да, всё? обязательно. На большом количестве или? На среднем. Лук надо прожарить до прозрачности, а Так. мясо надо до золотистой корочки и обязательно все на большом огне. Так, ну что, я буду жарить лук и мясо. И мясо. У меня уже все здесь. Так. А я займусь картофелем. Зашкварчало у нас тут все. Прекрасно. Кстати, в нашей компетенции не только важно накрывать стол, уметь сворачивать салфетки. На самом деле все намного сложнее. Так. Кроме как знания английского языка, у нас каждый участник, как в основной ветке, так и в Junior Skills, должен обладать невероятной стрессоустойчивостью. И потому что это тоже оценивается. У нас есть критерии оценок, как внешний вид участника, как он себя ведет при стрессе, как он ведет себя с жюри, с участниками, улыбка, Так. запах даже. Все это у нас очень важно. Ну, в принципе, на это отводится самое большое количество баллов. Также необходимо знать и уметь приготовление коктейлей, естественно, безалкогольных, потому что мы все-таки Junior Skills. Знать правила сервиса и обслуживания как в баре, так и на банкете, в кафе, везде абсолютно. Слушай, ну мне про коктейли стало интересно сразу. Илария, а какой коктейль ты готовила? Ну, я вытянула коктейль банановый шейк и филиппин. Так, что это такое? Банановый шейк. Банановый шейк понятно, точно. А Филиппин что это? Филиппин, он состоит из двух соков. Это ананасовый и апельсиновый, и из кокосового сиропа. Вы прям в этом-то очень хорошо разбираетесь. Вы же эксперт, да? Ну да, я уже 3 года работаю в этой Ого, сфере. слушай, ну это интересно. А как вообще так получилось, что вы стали экспертом WorldSkills? Ой, это безумная история. В принципе, так же, как и само попадание в WorldSkills. Это все произошло абсолютно случайно. То есть у меня не было плана там на 10 лет вперед, что я стану экспертом, пойду в WorldSkills. Я была тренером изначально в основной компетенции ресторанный сервис, естественно. Я была тренером по модулю бариста и работала успешно, так сказать, 2 года. Так. Да, и где-то больше года назад я стала экспертом, меня назначили ответственным за Junior Skills, потому что я, в принципе, я люблю детей, мне нравится с ними работать. Я, в принципе, разбираюсь полностью во всей компетенции и даже в основной ветке. И так получилось, что по жребию выпала я. Ну а как вы встретились-то вдвоем? Как так произошло? Это, опять же, безумная история. Так, давайте. Мы любим безумные истории. В сборной России по основной компетенции участвовала ее старшая сестра Арина. Да, и мы до определенного момента не знали, что у Арины есть младшая сестра Илария, Так, которая подходит идеально к нам по возрасту. Мы как раз искали участника, нам нужно было уже организовывать сборную по юниорам. И тут у меня сразу думаю, так, младшая сестра, если они похожи, отлично, замечательно. Если такая же стрессоустойчивая, то вообще все хорошо будет. И я ее увидела на региональном чемпионате. Он проходил на базе техникума торгово-экономического. И я увидела такое стремление, она прям, ну, всех участников, конечно, для детей это не свойственно, но она прям вот всех расшибала в сторону и прям шла прям вперед к своей цели. Ларри, делай всегда так вообще. Вот прям, чтобы никто на твоем пути не стоял, понятно? Все, ты лучше всех, я в это верю. Так. Вот, и как раз она такая милая, прям русская девчонка, которая отлично бы подошла куда? На чемпионат мира. Багаудинова. Да.
Но она светленькая, маленькая такая, мило улыбается, но характер у нее такой пробивной. И мне это очень сильно понравилось. Мы еще обжариваем? И еще чуть-чуть, и при этом мы добавляем немножко приправы. Каких? Что это за приправы такие? Это специальная приправа для говядины. Это розмарин. секрет, что там или нет? Да, это секрет. Сколько добавлять? 2 щепотки. 2 щепотки. Раз и 2. Также розмарин у нас пойдет туда. Тоже сколько щепоток? Тоже так же. Ага. И чабрец с тмином. И чебрец. С тмином? Да, А, тут уже все перемешано, да? да. Так. Вот. И еще буквально пару минут, и мясо можно будет переложить, отдыхать. Хорошо. И приступить к обжариванию следующего продукта. Я закладываю картошку. И огурцы. И огурцы. Так. Ну, я же не профессионал, мне можно. И жюри у нас. А за такие вот вещи, мне кажется, на Это, чемпионате естественно, прям- наказывается все баллами. И сколько бы баллов у меня отняли? Но техника безопасности отнимает самое большое количество баллов. Как правильно, ну-ка, безопасно выкладывать? Мне нужно- Серьезно? Это же очень долго. Зато безопасно и красиво. Илария, ну скажи, пожалуйста, а ты сама вот как, ну то есть по своему желанию в это во все ввязалась? Или все-таки тебя сестра заставила? Нет, так как у меня сестра тоже этим занималась, Ага. ей предложили стать экспертом и кого-нибудь тренировать. И она взяла меня. До тренировки на региональный чемпионат она меня тренировала. Потом мне поменялись тренера на нацфинал. Я на нацфинале заняла 2-е место. Так. И потом у меня опять поменялись тренера. Ксения. И вот Вот. потом появилась Ксения, да? Да. И я уже прошла мировой чемпионат. Круто, круто. Как ощущение просто вот все, объявляют твое имя, ты победитель, тебе вручают медаль, что ты ощущал в этот момент? Это непередаваемые эмоции. Хотелось и плакать, и смеяться, и все вместе. Так, девчонки, у меня тут все готово. Отлично. Теперь мы все формируем в одно блюдо. Так, с чего начинаем? Мы должны переложить мясо. Отлично. Дальше картофель у нас идет. Огурцы обжаренные. Лук. Не забываем про чеснок еще. Картофель. Да. Дальше огурцы. Слоями. Дальше. Дальше у нас идет лук, чеснок. Так, чеснок весь? Да. Весь чеснок. Да. Ага. Вот, также всю томатную пасту, которая у нас есть. С удовольствием. И также заливаем это еще водой. Сколько воды мы туда заливаем? А на глаз, главное, чтобы у нас это все тушилось в этой воде. Это прекрасно. Великолепное Всё? количество. Да. Достаточно? И теперь это надо все хорошо перемешать и оставить томиться. Угу. После того, как мы перемешаем, можно еще добавить соль, перец. Это выглядит невероятно аппетитно. Так, и Соль, перец. соль, перец. Сколько? Пару щепоток будет достаточно. Перец Перец. также. Достаточно? Да. Также сейчас надо уменьшить огонь. До скольки? Отлично. Да. 6. Все еще раз перемешаем. И закрываем Хорошенечко. крышкой. Так, накрываем крышкой и отправляемся на рекламу. Азу по-татарски. Мясо, картофель и соленые огурцы нарезали кубиками, репчатый лук полукольцами. Обжарили все ингредиенты по отдельности на растительном масле, затем выложили их в казан, добавили томатную пасту, мелко порубленный чеснок и приправы. Посолили, поперчили, залили водой и тушили на медленном огне до готовности. Ну что, друзья, мы продолжаем. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях золотой призер чемпионата WorldSkills Казань 2019 в компетенции ресторанный сервис Junior Skills Илария Багаудинова и эксперт компетенции Ксения Фейферис. И мы готовим азу по-татарски. И что-то еще сейчас будем готовить. Да, мы сейчас будем готовить овощной салат, и Лария сейчас будет руководить процессом. О, Илария, наконец, давай, Для все. начала мне надо сделать будет соус для салата, а пока Ксения будет резать сыр и чеснок, а
Живые овощи. Это помидоры и огурцы. Илария, как мы режем огурцы? Надо нарезать большими кубиками. Большими? Ну, средними. Средними. Мы сегодня все режем средними. Вот, А все. мне сыр? Тоже средними кубиками. Прекрасно. А что за сыр такой? Это сыр фета. Мне понадобится оливковое масло, соль и перец. Так, оливковое масло, перец и соль. Все для тебя. Так, Спасибо ага. большое. Ну что, рассказывайте, какие у вас дальнейшие планы, так скажем, на жизнь, на профессиональную, на карьеру? Вообще, я бы хотела отучиться на организацию обслуживания и хотела работать бы барменом. Ну смотри, вот все, вот ты выиграла. Что тебе это дает? Бесплатное обучение во всех колледжах, техникумах. И куда ты планируешь идти учиться? Вообще в Питер как бы хотела бы. Почему в Питер? Ну, это и как бы и красивый город, и все. Я справилась со своей частью. Что делать дальше? А я еще не справился, я слишком много болтаю. Помочь надо. Да. Хорошо, я возьму тогда перец. Илария, что ты делаешь? А, Что происходит? Ну, это как бы ложка и вилка. Не, это Да я понятно. вижу, просто зачем? Это у нас называется как форлигер. Лигер? Да. Что это такое? Ну, это... Как вам объяснить-то? Как есть, так и объясняй. Вот как ты сама это понимаешь, Ну, так и объясняй. Этими приборами мы накладываем ингредиенты. Допустим, вот огурцы вот вы сейчас нарежете, Так. и я буду ими накладывать. Так. Ими же перемешиваем, и чтобы не доставать по 300 раз. Ага. Поэтому есть такая фишка делать вот так. Оп, и все. Интересненько, Да, интересненько. у нас также есть правило, у нас участники не могут трогать руками ни один ингредиент. В Поэтому, смысле? ну, то есть, если это идет нарезка какая-то или приготовление салата, участник не имеет права трогать, вот как мы. А как резать-то, в смысле, вот... Ну, у нас все ингредиенты уже нарезаны, то есть нам предоставляют поднос с ингредиентами, и мы уже накладываем. Да, но также и при нарезке, например, мы берем перец не вот так руками, мы берем именно его форлегера, переносим на доску, и также форлегером мы держим его. Это же неудобно. Нет? Никому это в голову не приходило? Это правило сервиса, это красиво, потому что у нас же предполагается, что компетенция открытая, и все готовится перед гостем. Так. И готовит это официант. И если в ресторане вы придете, и официант будет это все трогать руками, возможно, Но это это минус будет не очень гигиены. красиво. Да, это не гигиенично. Ну, поварам-то можно трогать? Поварам, естественно. Ой, вот сейчас отлегло у меня немножко. Илария, понятно. Илария, ты пойдешь, значит, поступать в Питер. Все. Кроме этого, Ксения, что еще дает победа на чемпионате или участие? Ну, это, можно сказать, признание мастерства. То Так. есть это профессионал, не просто там чемпион России, а чемпионат мира был. И она, естественно, стала чемпионом мира. Поэтому это признание и в других странах о том, что все-таки Россия завоевала золото на чемпионате. Угу. А в дальнейшем ей это поможет в трудоустройстве на работу. Мне кажется, после такого чемпионата у нас именно во время чемпионата очень ходит много работодателей и сразу приглашают или берут на будущее. На заметочку, чуть-чуть Да. под карандаш. Также признание от государства, то есть это какие-то дополнительные медали, награды, благодарственные письма, выплаты денежных вознаграждений, конечно же. Илария, ну, ты понятно, ты наша местная, татарстанская, зеленодольская, все, Багаудинова. Но вот Ксения Фейферис. Это я. Что это за, откуда такая фамилия, происхождение? И, я так понимаю, вы явно не местная. Нет, я не местная, но я считаю себя уже такое ощущение, как будто я жила в Казани всю жизнь, Ага, потому что мне здесь очень комфортно. Вообще моя фамилия уходит корнями в Латвию. так. У меня практически вся семья из Латвии произошла, но я родилась в России. Да, у меня вся семья из Латвии, а я, можно сказать, такая русская девчонка. В каком городе? Я родилась в Калужской области, деревня Ляды. А потом мы с семьей переезжали, путешествовали по России. И, можно сказать, мой родной город основной — это Краснодар.
Но как я очутилась в Казани, это тоже очень хорошая история, потому что это была моя вторая командировка вместе с WorldSkills. Я была уже тренером, и мы попали в Казань, можно сказать, 3 года назад. И в первый день, когда я увидела Казань, я влюбилась в этот город. Просто он не выходил у меня ни из головы, ни из души. И я сразу же в первый же вечер сказала, что я буду жить в этом городе. И, естественно... Приятно, да. это очень приятно слышать такие истории. Ну, Ксения, я так понимаю, когда вы влюбились в Казань, вы также и влюбились в татарскую кухню, Ну, наверное, нет? еще бы. Да? Еще бы. Какие еще блюда из татарской кухни вы умеете готовить? В основном это выпечка, эшпашмак, чак-чак, Так. вот, все, ну, пироги, естественно, трехслойники, лимонники, бубадья. Так. Это же это просто Самый любимый пирог какой? трехслойник. Девчонки, ну смотрите, насколько я знаю, юниорское движение — это инициатива России, да? Да. И это было в первый раз в этом году на чемпионате. 2 года назад был первый чемпионат, где засветились юниоры. Это Дети Азии были, по-моему, так назывался чемпионат. И там юниорские компетенции были, по-моему, 6 штук. Но официально, так масштабно, на чемпионате мира, да, мы были в первый раз. У нас было 13 компетенций, и приехало 13 стран. У нас на площадке, если вместе с Россией считать, то 6. С кем соревновалась? Это были Нидерланды, Намибия, Португалия и Тайпей. И Казахстан еще. Казахстан. И ты всех выиграла. Так, ну что, все, я так понимаю, все ингредиенты мы туда добавили уже или нет? А, вот сыр же еще остался. Сыр. Да, Сыр. остался. А есть название у этого салата или нет? Этот салат похож на греческий. Это Зеленодольский. Давайте так назовем его. Друзья, ну что, мы доделываем салат. Наша азу. У нас готово, нет? Да. Смотрите. А, все уже, да? Да, я думаю, готово. Все, класс. Тогда сейчас доделываем салат и будем все пробовать. Салат. Отдельно приготовили соус для заправки, смешав оливковое масло, мелко нарубленный чеснок, соль и перец. Огурцы, помидоры, сладкий перец и сыр фета нарезали кубиками, выложили в салатную миску, приправили соусом и перемешали. Мы накрыли все, ну как мы накрыли. Илария накрыла все красивенько, все сделала, и это становится еще в 3 раза аппетитнее, мне кажется. Да ведь? Когда все красиво. Давайте пробовать уже. Давайте. Давайте, кто первый? С чего начинаем? Вообще с азу или с салатика? С салата, потому что Салатик. надо начинать с закуски. Пробуем салатик. Тут, мне кажется, комментарий излишний. Это очень вкусный салат. У него простой рецепт, но при этом очень вкусный. Мы молодцы, мы молодцы. Вот, и теперь вот азу. Азу по-татарски. Ну, приятного аппетита всем. Спасибо. Приятно. Все очень вкусно. Мясо мягкое, сочное, картошечка. Чувствуется вот этот поджаренный вкус, но еще вот оно там все это варилось, томилось. Ну, слушайте, это вкусно. Тут тоже вот ничего больше не добавить. Это очень и очень вкусно. Девчонки, огромнейшее вам спасибо. Я прям сегодня невероятно доволен. Вот за такую компанию вам огромное спасибо. Вот реально. И я вам желаю дальнейших побед и не останавливаться на достигнутом. Спасибо большое. Очень приятно было быть на вашей передаче. А зрителям я хочу пожелать: никогда не сдавайтесь, только вперед. И будущее в ваших руках. Так. А еще, дорогие друзья, не забывайте, что в ваших руках пульт от телевизора, так что включайте ТНВ в 11:30 каждое воскресенье и смотрите самую классную программу «Секреты татарской кухни». Да ведь? Да. Все, пока-пока. Свобода. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Tatlar xanı başları, yük təmli həm fayda.